Экспозиция охватывает почти всю жизнь Хепберн, сиявшей на экране и обложках журналов моды в 50-60-е годы прошлого века. Здесь она та самая прекрасная, но неизвестная леди. В коллекции 70 редких фотографий, еще не выставлявшихся в Великобритании, 30 принадлежат ее сыновьям – Шону Хепберн-Ферреру и Люку Дотти. Куратор выставки Хелен Трампетеллер рассказала об истории ее организации. В этой экспозиции мы постарались соблюсти баланс между популярными и растиражированными портретами Одри и редкими фотографиями, неизвестными публике. Лучшие роли Одри Хепберн пришлись на 50-е и 60-е годы. В 1954-м она стала первой актрисой, награжденной одновременно Оскаром, Золотым глобусом и наградой Британской академии кино и телевизионных искусств за ее роль в фильме «Римские каникулы». Ее самые знаменитые роли остались на фотографиях. Вот это, сделанное во время съемок «Завтрак у Тиффани», стало впоследствии визитной карточкой Одри Хепберн. Фотограф Хоуэлл Конант был одним из главных фотохудожников, привлеченных к работе над фильмом. Его наблюдения за Одри, запечатленные на этих снимках, стали не только важными документальными свидетельствами о процессе съемок, но и тем самым портретом Одри в платье Живанши, отразившим шик и утонченность моды 60-х. Работать с Одри Хепберн хотели не только киностудии. Модельеры, фотографы, редакторы журналов мод соперничали за ее согласие принять участие в их проектах. Многие из этих снимков не попали бы на выставку, если бы не поддержка, оказанная фондом Одри Хепберн, в частности, ее сыновей Люка Дотти и Шона Хепберн-Феррера. Одним из секретов успеха актрисы была ее скромность и высокие требования к себе, считает сын. Она была уверена в том, что образование, которое она получила в раннем детстве, от ее матери, семьи, и то, что она увидела до и во время войны, сформировало ее. И когда пришла волна успеха, она не стала ей поддаваться и все время повторяла себе: «Я должна остаться собой». С 1988 года до самой смерти в 1993 году Одри Хепберн была послом доброй воли ЮНИСЕФ. В 1992 Хепберн была награждена медалью свободы за ее вклад в искусство и благотворительность.